Призываем к открытому диалогу. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как уже западные страны призывают нашу власть к мирным переговорам. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Послы ряда западных стран в Таджикистане выразили глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о внутренней напряженности, ожесточенных столкновениях и человеческих жертвах в Губао. В результате столкновений между жителями и правительственными силами в Хороге и антитеррористической операции в Рушанском районе, по официальным данным, погибли 10 человек и 27 получили ранения. Один из погибших – военнослужащий. Сообщается также о задержании свыше 70 местных жителей. Представительства Европейского Союза, посольства Франции, Германии, Великобритании и США в Душанбе 18 мая выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны не жалеть усилий для деэскалации, проявлять сдержанность и воздержаться от чрезмерного применения силы и призывов к насилию. Мы призываем правительство Республики Таджикистан обеспечить, чтобы правоохранительные органы действовали в строгом соответствии с верховенством закона и обеспечили уважение основных прав и свобод человека, даже в кризисных ситуациях, связанных с безопасностью, подчеркивается в заявлении. Послы отмечают, что сообщения о запугивании и судебном преследовании граждан и журналистов, а также очевидное широкое ограничение доступа к информации подрывают перспективы быстрой деэскалации и возвращения к нормальному порядку. А как вы относитесь к тому, что уже послы западных стран пытаются образумить наше правительство, которое не идет ни на какой контакт? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Конечно же, власти Таджикистана пока не отреагировали на это заявление. Также послы западных стран заявили, что они глубоко сожалеют о гибели людей и выразили искренние соболезнования семьям. Сочувствуем и пострадавшим, и в том числе местным жителям и сотрудникам правоохранительных органов. В заключении мы призываем всех к открытому диалогу и поиску скорейшего пути к деэскалации ситуации, отмечается в заявлении. Ситуация в Гбао остается напряженной с 14 мая, когда несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста в местечке Бархарог и потребовали отставки главы Гбао Алишера Мерзанабота и мэра города Резона Зарзода, снятия всех блокпостов в областном центре, прекращение преследования жителей Бадахшана, проведение справедливого расследования ноябрьских событий и освобождение задержанных и осужденных активистов. Протестующие дали властям время, чтобы рассмотреть их требования, но, конечно же, власти не ответили. А утром 18 мая власти Таджикистана объявили о начале антитеррористической операции в Рушанском районе Гбао, где, как сообщает МВД, произошли столкновения между правительственными войсками и жителями, которые перекрыли дорогу на Хорог. Люди отметили, что у участников акции не было оружия, а их уже назвали террористами. Организованные преступные группы, состоящие из 200 человек с применением всех видов оружия, в центре Рушанского района в 3 точках перекрыли автотрассу Душанбе-Хорог и дорогу на пограничную комендатуру. По данному факту областной прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется следствие, говорится в распространенном 18 мая сообщении пресс-службы МВД Таджикистана. Даже в голове не укладывается, откуда у местных жителей все виды оружия. Очевидцы же рассказывают, что группа молодых местных жителей просто попыталась препятствовать движению боевой техники в сторону Хорога. У них не было оружия, утверждают они. Напомним, что 25 ноября 2021 года в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рожскалинского района Гбао был убит местный житель Гульбедин Зиобеков. После происшествия на центральной площади города Хорога собрались до нескольких тысяч человек. Митинги завершились 28 ноября. Однако, как утверждают члены комиссии 44, созданной гражданскими активистами, в последний день митинга в Хороге расследование убийства Зиобекова и еще 2 жертв ноябрьских событий продолжаются и по сей день, и никаких ответов нет. Такое ощущение, что до антитеррористической операции и переговоров меньше человеческих жертв, а как попытаются вмешаться власти, все идет вверх дном. А как вы относитесь к этому? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!